Гордон обратился к мировому сообществу с просьбой расследовать производство дронов в Таджикистане. Пассажирский самолет, летевший из Душанбе, совершил аварийную посадку в Иркутске. Президент Радио Свобода заподозрил власти Кыргызстана в эскалации и нарушении законов Кыргызстана. Омбудсмен Татьяна Москалькова заступилась за мигрантов, женатых на россиянках. Польша начала строительство временного заграждения на границе с Россией. Дмитрий Гордон, украинский журналист, который заявил, что Иран открыл в Таджикистане завод по производству беспилотных летательных аппаратов, обратился к международному сообществу с просьбой расследовать производство дронов на территории республики. Власти Таджикистана опровергают факт производства беспилотников в стране. 31 октября в интервью радио «Узотлык» узбекской службе радио «Узоди» Гордон заявил: «Я призываю мировое сообщество провести расследование, чтобы выяснить, какие виды дронов производились или производятся в Таджикистане. Какое государство построило на территории Таджикистана завод по производству беспилотников и в какую страну эти дроны поставляются». Я призываю мировое сообщество расследовать, какие дроны производились или производятся до сих пор в Таджикистане, чей завод находится в Таджикистане и куда потом идут эти дроны. Все. У меня есть информация о том, что в Таджикистане Иран развернул завод по производству дронов, иранских дронов. И у меня есть информация, что иранские дроны продаются России, и Россия осуществляет бомбардировку территории Украины иранскими дронами, которые могут производиться как в Сирии, этот завод разбомбил Израиль, вы знаете, как в Иране, так и в Таджикистане. Ранее, 28 октября, Дмитрий Гордон в программе «В гостях у Гордона» на YouTube-канале заявил, что Россия использовала иранские беспилотники производства Узбекистана на войне против Украины. После того, как МИД Узбекистана сделала заявление по этому поводу, Гордон попросил прощения и заявил, что он ошибочно произнес Узбекистан вместо Таджикистан. После МИД Таджикистана в своем заявлении 30 октября опроверг слова Гордона и отметил, что Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны. Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона, озвученные им 28 октября в гостях у Гордона о производстве иранской стороной на территории Таджикистана убивающих украинцев дронов, отмечалось в заявлении. МИД Таджикистана порекомендовал Дмитрию Гордону впредь аккуратно подходить к подобного рода комментариям и проверять достоверность распространяемой информации. Пассажирский самолет, летевший из Душанбе, аварийно приземлился в Иркутске. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Разрушений нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Аэробус аварийно приземлился в аэропорту Иркутска. Предварительно разрушение пневматических шасси, жертв разрушения нет, сообщили в ведомстве. О том, что у Аэробус А320 разрушилась пневматика, РИА Новости заявили в пресс-службе перевозчика Уральских авиалиний. По данным СМИ, при посадке у самолета лопнули 4 шасси, но стойки не повреждены. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, на борту самолета находилось 83 пассажира и 6 членов экипажа. Президент Радио Свобода Джейми Флай заподозрил власти Кыргызстана в нарушении законов в отношении АЗТК, кыргызской службы Радио Свободы. После того, как власти Кыргызстана перекрыли доступ к сайту АЗТК на 2 месяца, и счета организации были заблокированы. Такая эскалация со стороны властей Кыргызстана похожа на нарушение законов Кыргызстана. Мы будем бороться с этой попыткой заставить замолчать наших журналистов, сказал Флай. Он добавил, что Азатык является надежным источником информации и необходимо обеспечить ему беспрепятственную работу. Доступ к сайту Азатыку был заблокирован 26 октября по решению Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана. Поводом стал сюжет о последнем по времени вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе, показанный в передаче «Настоящее время Азия». Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова попросила не депортировать женатых на россиянках-мигрантов за мелкие нарушения. Сегодня нередко подлежат депортации мигранты, которые создали здесь семью.
Административный кодекс очень жестко ставит вопрос, что человек, совершивший дважды административное нарушение, подлежит административному штрафу и выдворению. Мы будем просить законодателя, чтобы он альтернативу предусмотрел, заявила она, выступая 1 ноября на межрегиональном форуме «Женщина. Гарантия стабильности, безопасности, создания, возрождения и мира. Передовая практика, позитивные действия, новые идеи». Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что получает просьбы от россиянок помочь им сохранить семью в такой ситуации. Число граждан Таджикистана, женатых на россиянках, неизвестно. Российские СМИ пишут, что ежегодно тысячи уроженцев Центральной Азии, в том числе и Таджикистана, вступают в брак с россиянками. Духовное управление мусульман Москвы также сообщает, что ежегодно в Московской соборной мечети сотни мигрантов заключают браки по религиозным канонам с местными женщинами. Последние месяцы усилились проверки работающих в Российской Федерации мигрантов и участились случаи депортации. В прошлом месяце власти России анонсировали изменения миграционной политики. Детали нововведений еще не опубликованы, но эксперты уверены, что миграционная политика в этой стране изменится в сторону ужесточения для мигрантов. Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью Российской Федерации. Об этом сообщил вице-премьер-министр обороны страны Мариуш Блащак. Польские власти опасаются наплыва мигрантов. Заграждение будет 2,5 метра в высоту и 3 метра в ширину. Министр рассказал, что заграждение будет состоять из 3 рядов колючей проволоки. Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат войска польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе, объявил он на брифинге. Как пояснил Блащак, это решение приняли после того, как Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению польских властей, это создает угрозу миграционного давления. Сколько денег потратят на строительство ограды, неизвестно.